Здесь сидит в зале человек, которого я познакомила там год назад в этом зале. Он прекрасно читал стихи, очень пел, шутил, очень много говорил о сельском народе, про Сергию, мы с ними познакомились. И договорились увидеться на следующий раз и поговорить побольше. Но когда я увидела, что он большой знаток славянства и сельского народа, и все. Еще я его в прошлое известное время встречаю здесь тоже в Центральном доме литераторов. И говорю, здравствуйте, а он говорит, здравствуйте. А я говорю, ой, знаете, мы договаривались встретиться, у меня не было времени, я не позвонила, он говорит, ну извините, пожалуйста, и так смотрит на меня, я вижу, что он меня не узнает, так как... Потом говорит, ну знаете, это сельская поэтесса, мы познакомились, но помните тот вечер, когда мы много висели, говорили о том сербу, мы много разговаривали. А он говорит, вы серби, вы, извините, пожалуйста, а это крест православный? Я говорю, ну да. А вы серби православные? А я говорю, ну вы это меня спрашиваете. А я так растерялась, ну что я совершенно ничего не поняла. И я так оскорбленная ушла и говорю, ну неужели он так много говорит про Сергию, славянство, там стихи пел, и вдруг этот человек меня такое что спрашивает. На следующий раз я его в Союзе встречаю, и он опять смеется. Я начала спорить с ним и говорю, ну как же вы так могли? И тут я встала, как сидела, он говорит, извините, пожалуйста, я вижу, что у вас прекрасная фигура, но вы сидите, мне нельзя показывать, особенно. Вдруг и начала опять смеяться. Вдруг я поняла, что он очень любит, когда я так возмущена, когда не знаю, что отвечать, когда я твержу, что ему это забава. Больше не повторится, мне все ясно, но этого человека я очень люблю, уважаю. И никогда больше ему не получится рассердить меня. Пожалуйста, Валентин Устинов. Здорово. Здорово. Это к счастью. Думаю, что у вас будет большая радостная возможность познакомиться со мной поближе. И все? Нет, я решил посмотреть на Слободанку. Слободанка, тебе понравилось, как я пою, да? Очень. Я спою. Это не мое, а товарища моего. Володя, встань, покажи, товарищ. Видели ему, ой, видели ему, ой, видели ему, да свет на старости. А это мое, а это вот мое, а это вот мое, да моя суженая, а вьем над водой, ой, вьем над рекой, ой, вьем над рекой, да задевается. Дело в том, что когда я пришел трезвый в этот дом, но когда я вошел сюда, то я встретил нескольких поэтов, и каждый из них выпил по 30 грамм. Вот. А я не успел еще. С вашего разрешения, за ваше здравие, за здравие журнала «Поэзия». Принимаю. Не угощает. Сентиментальные деревья. Вы извините, я давно не люблю читать стихи. Давно. В свое время выступал много. И я сейчас вот это стихотворение прочитаю, потому что любимый мой жанр – короткая поэма. Вот. Но поэму не прочитаешь. Стихи читать неинтересно. Вот мне сейчас вспомнилось, и я прочитаю вот это стихотворение, простите, в нем 70 строк. Я позабыл о том случайном первом, но смертное свидание с тобой. Плетали жизнь, работу, кровь и нервы, когда над крышей плакали с тобой, дождь осенний бился над трубой.
времени не помнил. Ведь в окне рождался, возрастал и гибнул тополь, и пролетал, как дьявол на коне, и твердыми корнями в землю топал. Должно быть, это все приснилось мне. Должно быть, жизнь и смерть пришли в пор. Я так тебя любил, что до сих пор говорю мужские зубчатые слезы, когда в полночном сумрачном окне восходит белый свет твоей березы и молча входит в комнату ко мне. И нежным светом, снежно отраженным, сияет простыня над пустотой, и я лежу сраженный и сожженный моей высокой, страстной наготой. Не ведаю за что, но как награда сжигала грудь звезда ночного рта, и краткой рая и бескраин ада вели меня пречистые врата, и волосы летели мне в лицо, как ветви той березы, что качала меня в своих объятиях и кричала, и каждый миг концом было началом, как жизнь и смерть отлиты в кольцо. И я, как тополь, узловат и груб, рожденный почвой скудной и убогой, тянулся ввысь из рук твоих, из губ, и достигал венцом вершины Бога, и связанный порукой круговой со всем, что пело, плыло, шелестело, соединял свое сквозное тело с тугой корой и трепетной листвой. Молитвенно звучал нам голос древний, что мы сентиментальные деревья, и что живет, как дерево, любовь, восходит, зреет, увядает вновь. Но я тогда не верил в увядание. Во мне творились горе моря. Я постигал отвагу созидания, ведь был я Бог. И ты была моя. Я позабыл дали, хотя мой тополь яро молодел. Навек ушел, скоро безвестно застывая. Я хочу поздравить своих друзей, вот Володю Боярина, которого я глубоко люблю, Леву Котюкова, которого я люблю меньше, но глубоко уважаю. Вот, Это прощу. Давай. Все правильно я сказал, он отлично понимает. Они замечательные поэты. И вы знаете, они замечательнейшее дело начали делать. Дай Бог им удачи, и вообще дай Бог удачи всем нам, потому что это на самом деле наше родное дело. Здесь сзади находится замдира редактора газеты «Завтра», господин Бондаренко. Я прошу. Кому господин, а кому и товарищ. А знаете что, господин, недавно я позвонила одному, он журналист и поэт. И мне незнакомый, конечно, я ему звоню и говорю, это господин тот и тот, он говорит, ой, какой же я господин. Я ему сказала, ну знаете что, господин от слова Господь. Господь дает, значит, поэтам талант, благодать писать. Это не может каждый человек. Если от слова Господь идет господин, кто имеет больше права быть господином, чем поэты и творческие люди? Пожалуйста, господин. Ну, мне это нравится, скажем, очень слово «товарищ». Товарищ Феликс, зайдет она, звезда пленительного счастья. Я думаю, когда мы все готовились к выходу журнала «Поэзия», мы тоже верили, что зайдет эта звезда поэтического счастья. И не случайно мы в газете «Завтра» с большой охотой поместили большую первую рекламу этого нашего дружеского издания журнала «Поэзия». И вот я бы хотел даже обратить внимание вот на такой странный для многих факт.
И даже не только, я уж не говорю о каких-то там демократах и так далее, там наших противников, но и наши друзья часто уговаривают Проханова, зачем, мол, ты держишь завтра в острополитической газете, где выступают там и Рохлин, и Зюганов, и Лебедь, и кто угодно, Макашов, Баркашов, и обязательно в каждом номере, газета выходит уже 7 лет, с 90-го года, полоса круг чтения, обязательно колонка поэта. Самые жесткие, трагические, кровавые, там, экономически трудные времена газета «Завтра» понимала, что русская поэзия – это не какое-то частное дело группы литераторов, а это важнейшее дело русской культуры и русской нации. И поэтому, когда мы вот сейчас пережили, может быть, самые сложные времена, мы сегодня радуемся, что вдруг появилась возможность появиться вновь журналам, которые полностью посвящены поэзии. Я даже опять обратил внимание, что, вот, скажем, одновременно стал выходить вот, приложение к газете «Завтра. День литературы», сегодня 4-й номер вышел, где, естественно, тоже в каждом номере есть свой день поэзии. И, ладно, да. Так что... На пирушке знакомый поэт говорил мне, добил до дна, некрасивых женщин нет, просто выпито мало вина. Может, кто-то ему сказал, но может он сам сочинил, в этот вечер он все плясал, горько плакал, много пил. Пили все, даже пил сосед, хоть по праздникам только пьет, но нес какой-то бред, что на женщину сердце плюет. Я сначала ругался с ним, а потом головой кивал, я ведь тоже не очень мил, возлегаю любви и не стал. Что же дали много слов, а в законе моих слов, да не лицо, хоть красавицы, но печаль. Этих слов был понятен мне, другой век сказал сердца, нужно к женщинам, как в вине, разбираться не на словах. Я запел ему только в ответ, все, что мог, я уже сказал, как же я в 19 лет маскарада не написал. Унисон мне орал затем, и его убивала жена. Некрасивых женщин нет, просто выпито много вина. Вот закончили вечер. Я опять прошу прощения, если кому-то что-то не понравилось. Я буду очень рада, если вы получили удовольствие, послушав стихи, музыку. Надеюсь, что на следующий раз, значит, когда будет следующий номер, я надеюсь, что будет все лучше, там качество хорошее, что следующий вечер немного по-другому, будет лучше. Я вас опять приглашаю, и, пожалуйста, каждый раз приходите. Пусть будем читать стихи, будем дружить, будем любить друг друга. А за все остальное что делать? Много от того не зависит от нас. Так что я вам желаю удачи в жизни, желаю здоровья. Спасибо еще раз, что вы пришли сегодня здесь. Всего вам хорошего.